Здравствуйте, с вами Виктория Власова, и мы продолжаем наш курс «Как вернуть любимого». Это наш 3-й выпуск. И сейчас я вам расскажу, что же мужчине нужно на самом деле. Зачем и как это связано с возвращением. Во-первых, уже после прослушивания вы осознаете потребности своего мужчины, сможете проанализировать ваши отношения и подобрать к нему ключ. И получите ответы на часть своих вопросов. Это поможет вам при встрече и переписке с любимым. Итак, приступаем. В первую очередь мужчина хочет быть значимым и нужным. Мужчина испытывает душевный подъем и прилив сил, когда чувствует себя нужным. И без этого ощущения мужчина в своих отношениях с женщиной постепенно теряет активность и энергию. И с каждым днем способен все меньше вложиться в эти взаимоотношения. И с другой стороны, чувствуя, что женщина верит в него, ценит его усилия, направленные на удовлетворение ее же потребностей, мужчина в полном смысле слова обретает крылья и готов на большую самоотдачу. Чувствуя, что ты не нужен, это медленная смерть для мужчины. В такие моменты не до завязывания каких бы то ни было отношений. Он замыкается в себе. Он задает себе вопрос: а зачем мне все это? Ради чего снова заваривать всю эту кашу? И часто мужчина не понимает, что ему все это стало безразлично от того, что он перестал чувствовать себя нужным. Когда мужчина не ощущает, что его присутствие в чьей-то жизни меняет ее к лучшему, ему становится трудно поддерживать свой интерес к жизни и отношениям с женщиной. И какая уж тут мотивация, когда ты не нужен. Чтобы он снова начал действовать, ему необходимо почувствовать, что его ценят, ему верят и принимают его таким, каков он есть, со всеми его плюсами и минусами. А теперь подумайте, ваш мужчина рядом с вами чувствовал себя нужным, вы его мотивировали? Мужчине нужно давать почувствовать, что то, что он делает, это важно, и вы его поддерживаете. И обязательно благодарите его. Какую бы мелочь он ни сделал, дайте ему подтверждение. Спасибо, любимый, ты молодец, я в тебя верю, я знаю, что у тебя получится. И если вдруг позвонил вам, скажите: я так рада, что ты позвонил. Даже в любых мелочах нужно показывать, что его действия значимы для вас. И не забывать благодарить. А теперь подумайте, как часто вы его благодарили. Идем дальше. Каждый мужчина хочет самореализации. И женщина должна помогать ему в этом. Если у него есть много целей, которые он хочет достичь, то задача женщины – помочь ему в его достижении, поддерживать его во всем. Вы даже не можете представить, и не каждый мужчина может показать, что нуждается в вашей поддержке, но это правда. И на будущее запомните это. Дальше, безусловно, мужчина хочет, чтобы рядом с ним была верная, настоящая женщина, которая не предаст, которой можно доверить все, что угодно, на которую можно положиться. А в ваших отношениях было ли доверие? Дальше. Для мужчины очень важно быть главным. И он создан природой для того, чтобы был главным. А мы, женщины, у них отбираем эту возможность и подавляем их. Берем их обязанности на себя, тащим все на своих хрупких женских плечах. А зачем? И совет на будущее. Даже если вы сильная, волевая, успешная женщина, то нужно позволить мужчине быть главным в каких-то вещах. Спрашивайте его, что он думает по тому или иному поводу. Интересуйтесь его мнением и давайте ему понять, что оно имеет для вас большое значение. И что именно он решает, как поступить в той или иной ситуации. И тем самым вы показываете его значимость и цените его мнение. Позволяли ли вы в ваших отношениях мужчине принимать решения и выполнять мужские обязанности? И предпоследний пункт. Мне еще мужчинам нравится секс.
И это ни для кого не секрет. И тут женщине нужно быть изобретательной. В длительных отношениях нужно научиться быть непредсказуемой, удивлять своего мужчину. И тогда мужчина будет удивлять вас. И не стыдиться в сексе, а быть раскрепощенной. А сейчас интересный пункт. Скорее всего, вы не знаете, почему мужчине трудно открыться и поделиться своими мыслями, идеями с вами. И почему? Мужчина боится быть наказанным. Из-за этого он не может нам признаться в чем-то. Это тянется еще из раннего детства. В основном нас воспитывает мама. И мужчина испытывает перед вами примерно такой же страх, что испытывал в детстве, когда думал, что мама его накажет за какой-то проступок. Из-за этого он закрывается от нас, меньше нам доверяет и открывает своих тайн. Наша цель – добиться такого доверия, чтобы мужчина мог нам рассказать все, что угодно. Нужно сделать так, чтобы он делился с нами самыми сокровенными мыслями. Но это отдельная и глубокая тема, она есть в моем тренинге. Вам, как женщине, необходимо знать и понимать, что у вашего мужчины есть страх наказания. Из-за него он не готов откровенно разговаривать с вами и делиться какими-то сокровенными тайнами. Он боится, что вы обесцените его, подавите, накажете за то, что он подумал, сказал или сделал. И бесполезно лезть ему в душу и выспрашивать. Нужно научиться выстраивать доверие из самого начала. Мы же с вами мудрые женщины. Когда он чем-то делится с вами, то просто выслушайте, не говорите, что он не прав, и не оценивайте его действий. И если вы хотите узнать больше секретных фишек о мужчине, как правильно общаться и переписываться, как стать желанной для своего мужчины, как правильно строить отношения, как сделать так, чтобы вас больше никогда не преследовали расставания, то я рассказываю в своем тренинге. В нем вы получаете 3 в одном. Внутреннюю проработку, секреты написания волшебных СМС, которые цепляют мужчину. Изучите мощную методику продажи своих желаний. То есть мужчина будет с радостью выполнять все ваши просьбы и желания. Освоите специальную методику, которая помогает переходить всегда, при любых ситуациях, к взаимопониманию с мужчиной. Приглашаю вас принять участие в моем тренинге. Под данным видео будет ссылочка. Переходите по ней и регистрируйтесь. А сейчас домашнее задание. Поделитесь своими осознаниями, что вам было полезно после прослушивания данного видео. Как часто вы благодарили своего мужчину? Позволяли ли вы в ваших отношениях партнеру принимать решения, выполнять мужские обязанности, либо тащили все на своих хрупких женских плечах? И было ли между вами доверие? А в следующем выпуске вы узнаете, почему у мужчин со временем пропадают чувства и теряется интерес. И как вернуть чувства и интерес, и как их поддерживать. Будет практическое упражнение. И уже после его выполнения вы на энергетическом уровне сможете повернуть его к себе. Не пропустите. Увидимся в следующем выпуске. С вами была Виктория Власова.